очень часто люди не учитывают, что костюм, вообще-то, он отличается от одежды, от комплекса одежды. Если костюм изучается в основном как вид искусства, то одежда и комплекс одежды изучается как вид этнографии. Этнография занимается бытовой культурой, да, а искусствоведение, оно занимается художественной культурой. Поэтому очень часто вот даже книги выходят, этнографы пишут книги о костюме. И думаешь, а почему рассматривают костюм не как вид искусства, а как вид этнографии? А это связано с тем, что в искусстве костюм – это ансамбль одежды, украшений и аксессуаров. То есть в костюме, когда мы его рассматриваем как костюм, как ансамбль, все должно быть подобрано и по цвету, и по форме, и по стилю, и по орнаменту. А что мы видим? Мы сейчас что видим? В основном книги по костюму у нас этнографические, и мы видим несоответствие некоторых элементов одежды, платья головному убору, обуви платью. И вот это какая-то путаница, когда совмещают совершенно несовместимые элементы, это приводит к тому, что костюм становится каким-то безвкусным. Это мы можем видеть и на сцене, да? Это очень часто мы видим даже на подиумах. То есть люди, когда создают, опираются на какие-то книги, исследования и не учитывают, что то, что бабушка достала из сундука, например, этнограф, они же не знают, этнограф, с чем носила бабушка это платье, с каким фартуком носила и с каким колфаком. То есть и вот эта путаница, она приводит вот к таким явлениям, которые мы сейчас видим. Особенно по цвету. Вот 20 век, в принципе, он привнес в костюм вот этот химический цвет. Это, хотя до конца 19 века были натуральные красители, и цвета были совершенно другие. И вот когда мы восстанавливаем или опираемся на традиционный костюм, мы всегда должны учитывать, что нельзя брать красный, надо брать или малиновый, или темно-красный. Нету, такого цвета не было чисто красного, или чисто вот такого ярко-желтого, тоже не было. То есть при восстановлении, и вообще мы же, когда создаем национальный костюм, мы опираемся на традиции свои. Поэтому мы должны учитывать цветовую гамму обязательно. Вот то, что мы ее не учитываем, это привело к тому, что у нас совершенно неправильное представление об ансамбле татарского костюма. Я вот такую аватарку дала, как-то оно передвинулось, не пойму. Аватарку дала. Здесь у нас, значит, мальчик в татарском костюме, и, в принципе, и сейчас вот на сцене или в ансамблях мы можем видеть такой костюм. Почему я его привела? Вы знаете, вот этот костюм имеет тысячелетние корни. Что здесь вот? Этот костюм восходит, его элементы, его составные части восходят к культуре древних тюрок. Во-первых, это рубаха, кульмек, это широкие штаны, заправленные в мягкие сапоги, это камзол, короткая куртка, пояс, где перепоясана рубаха, да, и головной убор каляпуш. Вы знаете, вот описание и даже вот эти росписи и, вернее, граффити на скалах показывают тюрка именно в таком костюме. То есть вот этот костюм, это основа даже, это тюркский костюм, как бы, он основа татарского костюма, он до сих пор сохранился. И сейчас, что у нас самое главное в костюме? Это кульмек, штан, читек, каляпуш в мужском костюме. В женском костюме то же самое, в принципе, было. Почему изменилось? Вот сейчас объясню. Были тюрки и предки татар были наездниками. И, в принципе, этот костюм, это был костюм всадника. Мягкие сапоги, чтобы не повредить бока лошади, да? Удобная куртка, удобные штаны широкие. Вот. То есть это костюм наездника. Раньше женщины тоже были наездницами. Тюркские женщины тоже были наездницами. И у них костюм был из тех же составных частей состоял. Единственное, что было, это головной убор был другой, да? Украшения были, и рубаха была не подпоясана. Обычно пояс в женском костюме был
только у замужних женщин. Если девушки, они пояс обычно не носили. Вот, и теперь, значит, что получается, что вот эта основа костюма, она сохранилась и в мужском, и в женском, одна основа, да, составные элементы одинаковые, но со временем они стали изменяться. Почему в женском костюме кульмяк стало длинным? С принятием ислама, значит, женщины перестали быть наездницами, у них совершенно другой образ жизни стал, они стали другую роль в семье выполнять и перешли от кочевого образа жизни к оседлому образу жизни. И, естественно, платье удлинилось, и платье стало основным элементом в женском костюме. Его стали украшать, да, также головные уборы, обувь. То есть вот появилась та же вроде бы основа, но некоторые элементы уже изменились, вот. Ну, я вам рассказывала, как и головной убор менялся, да, со временем в исторической ретроспективе. Вот, сегодня я только про костюм буду говорить и немножечко вот скажу про аксессуары или украшения к костюму. Дело в том, что костюм, он не существует без украшений. Я уже говорила, что это ансамбль одежды, украшений и аксессуаров. Аксессуары – это сумочки, пояса, да, вот такие элементы. Поэтому, когда мы говорим о костюме, естественно, мы имеем в виду вот комплекс всех этих предметов. И это вот женский костюм, о котором я говорила уже, да, со временем, это уже 19 век, как изменился женский костюм, мы уже ничего не видим от мужского, хотя шаровары женщины по описаниям этнографов, в частности Воробьева, еще в 20 веке, в первой половине еще носили. Здесь уже 19 век. То есть вот эволюция костюма, она была очень интересной, с каждым веком костюм менялся. Теперь у нас нет изображения татарского костюма и предков татар нету. У нас есть только отдельно археологические материалы. Ну, в частности, украшения, которые сделаны из металла и которые в земле сохраняются, да. Вот мы видим здесь женские украшения, накосные украшения, которые относятся к 7-8 векам, так называемая салтовская культура. Это предки, болгарские предки татар, и такие же украшения мы находим в могильниках. Танкеевский, такой могильник, больше Тархановский, ранних булгар, когда они переселились на территорию Поволжья в 8 веке, в их могильниках мы находим такие украшения. Что-то они вам напоминают, да? Чулпы. То есть вот посмотрите, как менялась вот эта форма, так же, как в костюме. Как менялась форма вот этих накосников. Значит, вот 8-9 века, 10-14 века уже появляются вот эти желудеобразные подвески. Про них я рассказывала, что желудь – это символ богини Умай. 17-19 века здесь уже появляются совершенно более усложненные элементы. Но, что интересно, у всех сохраняется вот здесь на шее, под головой, вот здесь каранница. Если в 8-9 веках это была просто коробочка, где носили амулеты, то потом мы видим уже вот эти элементы с принятием Корана. Здесь носили, значит, с кораническими надписями обереги. Вот уже 17-19 век уже даже и коранницы нет, то есть меняется, да, чисто такая бляха красивая в цветочной форме. И 19 век тоже, это до 20 века, так называемый тезме, они на основе из материи. То есть вот посмотрите, как усложняются формы. То же самое в костюме. Если простое платье было тканое, да, потом это платье шили из покупных материй, его украшали вышивками, добавляли все больше и больше украшений, и также и костюм менялся, он все время усложнялся. Вот интересно, сейчас идет тенденция к чему? К упрощению, да? Опять идет тенденция к упрощению, потому что люди перестали делать руками что-то. Вот это, ведь раньше все это руками делалось, а сейчас уже ручной труд, он как бы немного обесценивается, и поэтому вот идет обратный процесс упрощения. Ну вот здесь еще это вот непосредственно чулпа. Если там были тезме такие, когда по всей поверхности косы украшения были, это уже на концах кос. То же самое, вот посмотрите по векам, как менялась форма этих чулп.
все шло к усложнению. Ну, это вот известная наша височная подвеска женская. Я уж всегда ее показываю как шедевр мирового искусства. Вот. Это уже вот период Казанского ханства, это пояса. Это пояса от женского, не пояса, а застежки от пояса. Это половина от женского, половинка, а это вот от мужского. Здесь уже у меня как бы другое сравнение я даю. Сравнение мужского и женского, вот поскольку мне задали эту идею, что как сравнивать. Понятно, что мужской костюм, он более лаконичный, да, более упрощенный, но вот это поясная застежка от костюма знати. И вот это тоже от костюма знати. Ну и мы видим, как стилистика отличается от мужской застежки на пояс от женской. То есть тот же орнамент у нас есть, все это есть, но стиль совершенно другой. В мужском костюме нету, например, филиграни. Если здесь у нас филигрань, очень тонкая филигрань, и здесь зернь, да, то здесь у нас чисто литье идет и гравировка. То есть вот более упрощенная. Так, теперь вот одно из самых ранних изображений относится к 1760 годам. Изображение татарки, сделанное художником европейским путешественником Бруни. Здесь мы видим, насколько уже костюм изменился, да, костюм. Он прошел огромные трансформации. Здесь мы видим высокий головной убор, как в костюме на картине Сюмбеки. Этот головной убор – это целое исследование, надо по нему проводить, потому что впервые вот такие высокие головные уборы, они встречаются на рисунках сарматской царицы. То есть получается, что это очень древний головной убор, и он связан был со знатными людьми. Ну, вот из ханши, да, Сюмбеки, и вот другие, это портрет тоже знатной женщины, понятно, да? В принципе, здесь что мы видим? Мы видим основные элементы татарского костюма, которые получили дальнейшее затем развитие. Здесь нет изю, как бы есть, но оно немножко отличается от тех изю, которые мы знаем в более поздние времена. И вот это украшение тоже височные, налобные, да, тоже это более раннее украшение, которое со временем также исчезло, но вот здесь мы видим этот костюм. Вот мужской костюм, значит, с поясом, да, здесь длинная рубаха длинная, выходная, значит, сверху халат, тоже из дорогих материй. Вот это уже 19 век. Вот интересно, что у татар уже в 19 веке они начали использовать это в городском костюме, конечно, знаете, стали использовать привозные ткани. То есть если другие народы в Поволжье, они в основном материи делали сами, ткали, да, их, то и на селе тоже еще ткали, но уже вот со второй половины 19 уже на селе даже перестали в татарских селах ткать, только в очень редких, в дальних селах. В основном пользовались покупными материями, привозными. Привозили из Турции, из Ирана, потом привозили из других стран Ближнего Востока, из арабских стран. Вот. Но в основном Турция, Иран. Почему? Потому что вот по тем орнаментам, которые мы видим потом, мы находим сходство между тканями этих народов, этих стран. Мы видим сапоги обязательно, да, шапку, отороченную мехом, хотя под ней, наверное, тюбетейка или каляпуш тюбетейка, там есть детали между каляпушем и тюбетейкой. Вот. Но это тоже знатный человек, который зарисован, это зарисовка 1812 года. Вот здесь мы тоже видим зарисовку мужского и женского костюма. Причем интересно, что в женском костюме здесь сохраняются украшения монетами. В принципе, это даже не монеты, это жетоны. Делали специальные такие жетончики, которые покрывали головной убор. И вот здесь мы видим тезме. И мужской костюм, в принципе, он как бы повторяется, вот то, что мы до этого видели, да. То есть, видимо, художники перерисовывали в этих рукописях, в записках о путешествиях рисунки предыдущих. Ну, вот здесь тоже у нас рисунок казанской татарки. Ну, вот он так называется, тоже 1812 года.
посмотрите, какое у нее вставка, да, нагрудная вместо изю. Мы изю тут не видим. Мы видим такую вот интересную вставку, которая похожа на костюмы кавказских народов. Вот в кавказских костюмах тоже вот здесь используются такие элементы. И халат из покупной материи явно, и платье тоже из покупной материи. Головной убор. Головной убор вот как бы не характерный, да, но тем не менее возможно, что вот в XIX веке, в начале XIX века такие головные уборы были. Вот еще один костюм, тоже относится, это зарисовки, относится к первой половине XIX века, зарисовки путешественников. И здесь мне он нравится тем, что здесь и в других тоже цветовая гамма продуманная. Здесь, посмотрите, у нее ичики одеты в кавуши, да, голубые, голубого цвета у нее халат, шитый золотыми нитями, узором. И вот это высокий головной убор, на который одета вокруг головы повязывающийся тастар. Это тоже очень древнее полотенцеобразное такое покрывало, которое использовали татарки, значит, татарские женщины в старинных костюмах. Но потом он у нас уже постепенно исчез. Так, ну это Паули уже, рисунки Паули, это вторая половина XIX века. Ну вот мы видим, что характерно для костюмов этих, да. Ну, во-первых, такие формы, широкие формы, свободные, да, просторные, то есть не обтягивающие. Любовь вот к таким формам, любовь к цветовым таким, не контрастным, а к цветовым, где-то контрастные, где-то не контрастные, но градации цвета идет. И, значит, сочетание камзола и платья. Вот очень часто в XVIII веке, во второй половине XVIII века верхняя одежда отличается от... Верхняя одежда, это камзол, отличается от платья. Но в XIX веке, уже в конце, часто и камзол, и платье шили из одной ткани. Это вот мы будем рассматривать, как постепенно менялся костюм. То есть вот эта мода менялась, стилистика костюма менялась, и здесь еще менялась длина. Вот сам камзол, посмотрите, длинный камзол, да, с рукавами. Обратите внимание на рукава платьев, которые руки закрывают. Вообще эта традиция закрывать руки, она идет из Средневековья, поскольку считалось, что руки надо прятать, оберегать, как платье должно было прятать руки. И мужские, и женские, кстати. Здесь вот сам еще длинный камзол, да. Ну, а про этот головной убор я уже говорила, что он от высокого головного убора была убрана твердая основа, да, и он спустился и стал мягким таким головным убором, колфак. И потом он постепенно укорачивался. Обратите внимание также на мужской костюм. Вот для второй половины XIX века характерны были вот такие полосатые халаты мужские. Вот эта полосатость, она, кстати, пришла в Поволжье и в костюм казанских татар от полосатых материй, которые привозились из Средней Азии. Вот в Средней Азии там же очень были популярны вот эта икат, ткань, да, именно полосатые. И вот для этого времени полосатые ткани и в мужском костюме, ну, в женском тоже, кстати, есть вот, я знаю такие фотографии, к сожалению, у меня здесь, по-моему, их нет, да, где вот эта полосатость стала одним из явлений в костюме татарском. То есть мы видим, как меняется костюм, и он не является застывшим. Вот для тех, кто сегодня работает с костюмом, каждый должен знать, с какой эпохой он работает. И очень часто берут головной убор конца 19-го, начала 20-го, платье берут середины 18 века, ичиги берут вообще советского времени, и вот составляют костюм. Ну что это? Это безобразие просто. Это нужно читать больше книги, чтобы понять, что такие вещи делать нельзя. Поэтому это очень важно, именно в костюме. Ну вот здесь тоже полосатый халат, я говорила, рисунок муллы, да, рисунок муллы. И вот мы как раз
относится к 1860, нет, к 1812 году. Так, это уже вот 1860-е годы, рисунок татарки тоже казанской. Вот, здесь мы видим у нее яхачылбыры. Вот яхачылбыры – это очень характерный элемент в татарском костюме. Если изю мы можем видеть среди разных групп татар, то яхачылбыры мы встречаем только у казанских татар. Это городской элемент в костюме, и встречается он только у городских татар. Вот. Причем это такое шикарное украшение, которое получило мировую даже известность. Потому что вот в этнографическом музее в Петербурге они хранят эти яхачылбыры, и вот в их изданиях на международном уровне они всегда и вот эти яхачылбыры показывают, потому что они сделаны с очень сложной техникой и очень искусно. Ну, и вот у нее вот здесь, конечно, головной убор меховой с опушкой меха. Но это вот элемент, который был характерен для татар, которые в Приуралье переехали в свое время, да, и вообще для сибирских и приуральских татар мех чаще использовали в костюме. У казанских татар он тоже есть, но не так часто встречается. Это вот рисунок первой женщины, художницы Галии Акчуриной, которая училась в Строгановском институте. Она получила высшее образование, и несмотря на то, что она мусульманка была, но она, тем не менее, у нее рисунок женского образа, да, и вообще она оформляла обложки детского журнала, Безнагиюл, по-моему, да, Безнагиюл называется, и там у нее прям реалистические такие рисунки. Вот, и здесь мы видим, что какой у нее колфак, да, это уже начало 20 века.